привет! Меня зовут Мелкозерова Александра. Всем привет, меня зовут Ирина Ефимова. Меня зовут Осипов Юрий Александрович. Сегодня 31 день с момента, как я поставила первую прививку от COVID, и 10-й день, как я поставила вторую прививку. 12 февраля я получила вторую вакцину, второй компонент вакцины от коронавируса. Первую вакцину я получила ровно за 3 недели до этого. И после получения первой вакцины от COVID-19 прошло больше месяца, после получения второй вакцины больше 2 недель. Тест на антитела я не сдавала, ни до, ни после. Никаких тестов на антитела я не сдавала ни в первый, ни во второй раз. Перед тем, как получить вакцину, никакие анализы я не сдавал. Контроля со стороны врачей не было, потому что у меня не было никаких симптомов, мне не было нужды обращаться к врачам. Контроль за моим состоянием как таковой не осуществляется. После получения вакцины мне выдали памятку, на которой указан номер, на который нужно позвонить, если я почувствую какие-то недомогания. На госуслугах мне пришла напоминалка о том, чтобы поставить вторую прививку, что я и сделала. Разницы между вакцинами я не заметила. Никаких различий между первой и второй процедурой получения вакцины не было. Ты приходишь, заполняешь анкету о своем состоянии и после этого получаешь вакцину. Никаких таких видимых эффектов у меня лично не обнаружено. Не было ни тошноты, ни ломоты в костях, ничего такого. В целом все прошло хорошо, что и после первой, что и после второй вакцинации. Ничего не почувствовала, никаких побочных явлений ни после первой вакцины, ни после второй. То есть обоняние на месте, все на месте, вкусовые ощущения на месте, нагрузки в прежнем объеме, суставы в порядке. Наверное, на следующий день была слабость, я не знаю, связывать ли это с получением вакцины. Так, в общем, я не почувствовал никаких симптомов ОРВИ или простудных заболеваний. Паспорт вакцинированного нам не выдавала поликлиника. Мы поставили отметки в сертификатах о прививках с печатями организации, врачом, кто нам ставил прививку. На госуслугах нам пришло оповещение о том, что нам присвоен QR-код, который мы можем распечатать и предоставлять в те инстанции, которые могут запросить. И все прошло хорошо. Паспорта вакцинированного нет, но я думаю, что в госуслугах там какая-то отметка есть о том, что я провакцинированная. Паспорт вакцинированного мне не выдавали. Как я понял, он должен прийти мне на госуслуги после прохождения определенного времени. Правда, я еще не знаю, какого именно времени. Что сказать тем, кто хочет ставить прививку, а кто не хочет? Это ваше личное дело. Это ваше здоровье, и за него несете ответственность вы. В первую очередь перед собой, перед своими родными, близкими, детьми. И никто вас заставить не может. Многие боятся этого. Но сейчас очень много информации о этих прививках, и очень много людей ее уже поставили. Тут решать только вам. Тем, кто собирается получать или боится получать, хотел бы сказать, что бояться нечего. Каких-то изменений в организме, какого-то сильного недомогания я не почувствовал, поэтому, повторюсь, что бояться особо нечего. Тем, кто хочет получить вакцину, я бы посоветовала поскорее записаться и привиться, чтобы потом ходить уже спокойно. Что еще? Говорят, коллективный иммунитет выработается, когда 60 или 80% населения либо переболеют, либо вакцинируются. В общем, я приняла для себя такое решение, чтобы следующую волну коронавируса, которая ожидается в марте, встретить уже подготовленной.